Уважаемые жители Республики Коми, добрый день. Сегодня очередное включение. На сегодняшний день по цифрам эпидемиологии мы приросли на 39 случаев, 441 случай у нас подтвержденный COVID+. Под наблюдением находится 4175 человек. Я уже рассказывал вчера, как эти люди лечатся, наблюдаются. Всем им проводится медикаментозная терапия, все эти люди под наблюдением. Очень важно то, что произошло вчера. Президент страны Владимир Владимирович Путин сделал обращение, и в этом обращении дал очень мощный посыл, практический посыл. Выделены 200 миллиардов рублей на обеспечение устойчивости и сбалансированности региональных бюджетов. Это очень важная, нужная мера поддержки, экономическая поддержка, и, что называется, она здесь и сейчас, потому что последнее, вот даже наше с вами включение, я постоянно говорю о том, что экономика, конечно, это сегодня требует, так же как и пациенты, да, требует лечения и требует немедленного вот такого обращения внимания. Мы со своей стороны взаимодействуем с федеральным центром, и все предложения для того, чтобы в этих деньгах Республика Коми имела свое представительство и получила те необходимые деньги на сбалансированность бюджета, мы представили. Как я и обещал вам вчера, мной подготовлен документ о дополнительных видов деятельности, которые были приостановлены в период повышенной готовности. Еще раз подчеркиваю, несмотря на то, что такой документ вышел, вся ответственность за то, чтобы соблюдать санитарно-гигиенические требования в период пандемии, лежит на руководителях предприятий и отраслей. Поэтому в этом ваша ответственность. И в этом особенность периода, и вы должны это осознавать. Продолжаю проводить встречи с общественными организациями. Сегодня провел встречу с председателем Общественной палаты Сергеем Лукичем Чечеткиным. Очень интересная встреча, очень важная. На самом деле работа Общественной палаты – это тот мост, живой мост общения между обществом и руководством республики и мной лично, как главы. И завершая, я хочу сказать, что завтра, 17 апреля, в 11 часов будет большая пресс-конференция. Будут присутствовать практически все региональные СМИ, федеральные СМИ. И я буду отвечать на очень многие вопросы. Поэтому, если это интересно, смотрите. Пресс-конференция будет идти в онлайн-режиме, в том числе ВКонтакте. Поэтому после пресс-конференции, в нашем очередном встрече, я дополнительно что-то, может быть, еще расскажу, отвечу на те вопросы, которые бы хотелось еще дополнительно донести до вас, если что-то будет на пресс-конференции недосказано. Еще раз хочу сказать, режим самоизоляции – это действительно действенная мера снижения уровня заболеваемости и снижения вообще уровня пандемии. Поэтому, пожалуйста, выполняйте режим самоизоляции, будьте здоровы, всего вам самого доброго, до завтра.